Arahan bardın bir yetta çöbüğü diğer gene astamıtı bardın. Bir eski salat. Bilin kat etereppin kuyima bakacağına indikten. O kuyu baba onu gelete. Betevit. O sonra o. Ay o. Yumuşalı kefsettiler manna. Aşın uşalır bakın uşallar. Atak çay herinde çay rezir çayot. Я это только О, покай. Наконец-то. Два раза Саша звонил Каилане. Она мне кусочек разговора переслала. Мне главное было вслушаться в интонации. По некоторым буквально штришкам я понял, что настроение у него более-менее, так сказать, более-менее. Вот. Понятно, что это только часть разговора, тем более на языке сахалы. Руководство больницы попросило говорить его на русском языке, и дальше он будет общаться на русском. Он получает письма, посылки, открытки. Очень просит вкладывать пустой конверт и листок бумаги, чтобы он мог ответить. Он хочет тоже писать вам, тоже написать вам слова благодарности. Ну, многие люди что-то делают, и открытки посылают, и посылки формируют, и к международным организациям обращаются, и проводят встречи. И Алексей Пряничников работает, и Марина Куимова, и Каилана помогает, и Сергей Тихий. Ну, в общем, и Рашид вот вместе с товарищами вышел на Александра Невзорова, опять так встречу эту записал, так сказать, Александр Невзоров подтвердил, что он считает Сашу своим другом, а Саша подтвердил, что он Невзорова считает своим другом. В общем, так-то, конечно, многие что-то делают, Понятно, что общество сейчас занято своими проблемами, и действительно проблемы острые, и нищета подкрадывается, и ковид штурмует, так сказать, разбушевался, и лекарств не хватает, и лекарства эти дорогие. И правительство только по чуть-чуть, так сказать, выделяет. Ну, в общем, проблем куча. Понятно, что все пытались экономить, лекарства не покупали, так сказать, дотянули. Сейчас винят во всем тех, кто не прививается. Половина уже тех, кто не прививается, они уже давно переболели. Это тоже надо понимать. Они только не хотят ходить, получать справки, что у них антитела. В общем, проблем много. И обществу, конечно, уже до узников частенько, не до узников становится. Но я хочу напомнить опыт Бразилии, что когда-то там была военная диктатура и много лет, и люди пропадали, убивали и пытали, и что только не делали от военной диктатуры. При этом экономика росла, все было нормально. Дешевые кредиты, так сказать, иностранное финансирование, экономика росла, но люди погибали под гнетом диктатуры в Бразилии. Ну, общество в конце концов, так сказать, нашло в себе силы. И теперь не сказать, что там рай, так сказать, понятно, что не рай, но диктатуры там нет военной. Общество нашло в себе, рано или поздно общество найдет в себе силы оклематься от всего, что происходит, так сказать, и наконец-то посмотреть на мир нормальными, честными, добрыми глазами, на мир, на общество, на людей вокруг себя, на власть. И тогда вдруг становится обществу ясно, что политзаключенные – это стыд и срам общества, когда существует политзаключенные, тем более в психиатрических больницах.